Депутат Народного собрания Зелимхан Аздоев родился и вырос здесь, в Сунже. Сегодня, как член Общероссийского народного фронта, он, посещая избирательные участки, с гордостью делится, что еще в детстве вместе с друзьями мечтал, чтобы когда-нибудь их станица Орджоникидзевская стала настоящим городом. И вот сегодня мечта наконец осуществилась. Мы приложим все усилия, чтобы этот город был чистым, поскольку этот год экологии, в связи с этим здесь у нас будет строительство и очистных сооружений, и строительство завода по переработке твердобытовых отходов. В избирательном участке под номером 118 живо с самого утра. Опуская бюллетень в урну, избиратели надеются, что в скором времени Сунжа станет комфортным и современным городом. Выборы стал жагилжат, выборы стал демократический холцвей. Народ должен избрать Али. Это показывает, наше лицо показывает, нашу демократию показывает, ну и тому подобное. Цивилизацию нашу мы показываем этим. Это хорошо. Всем хочется, чтобы был город, чтобы процветал, чтобы жить было лучше, красивее, чтобы были школы, садики, чтобы условия были хорошие. Хотела бы, чтобы был порядок у нас так как город Сунжа, чтобы дороги нам сделали, чтобы озеленили, чтобы был порядок. Все требования для проведения голосования на урнах соблюдены. Молельная и комната для матери и ребенка. Условия для людей с ограниченными возможностями тоже предусмотрены. Заявлено избирателей 1650 человек. На 10 часов у нас было 88, на 12 часов уже 180 человек. Вы, как видите, избиратели идут. Выборы в данное время у нас на участке проходят планомерно. У нас с утра уже были избиратели, что где-то было человек 240, так 252, что составляет 14% посещения избирателей нашего участка. Для того, чтобы последний шаг в процессе присвоения Сунжа статуса города, выборы депутатов городского совета прошли в праздничной и легкой атмосфере, на каждом участке предусмотрены концертные мероприятия. Мнение о том, что эти выборы являются важным событием в жизни нового города и его горожан, поддерживает и Марьям Амриева, которая также приехала сегодня на участок отдать свой голос. Я сегодня пришла, проголосовала уже, и живу я здесь совсем рядом. Вот здесь даже видна крыша моего дома. Что я хочу сказать? Конечно, сегодня очень знаменательный день для нас, для жителей, потому что все-таки сегодня мы впервые избираем депутатов нового административного образования, новый 5-й город нашей республики. Поэтому пришли, проголосовали, настроение хорошее. Вы видите, что людей много, приходят, по крайней мере, соседи мои, все сюда пришли, я уже с ними беседовала. Для семьи Ривой сегодня особенный день. Она впервые пришла на участок в роли избирателя. Девочка чувствует большую ответственность за сделанный ею выбор. Первый опыт участия в политической жизни своего родного города заставил изрядно поволноваться молодого избирателя. Я надеюсь, после выборов город преобразится. Очень волнуюсь. Будет процветать. Все, а это первый подарок наш, это выпускница наша. Высокие гости в лице главы региона Юнусбека Евкурова, председателя Народного собрания Зелимхана Евлоева и руководителя регионального избиркома посетили 118-й избирательный участок. Праздничную атмосферу здесь, помимо танцев и песен, дополняла настоящая свадьба. В самый волнительный для себя день невеста отдает свой голос. Проголосовать, да?
Невесту без подарков не отпустили. Молодоженам подарили телевизор. Ну а далее гости осмотрели весь участок и проверили условия, созданные для избирателей. Юнусбек Евкоров отметил, что как только завершатся выборы, власти города должны начать работать над тем, чтобы город Сунжа оправдал свой статус и доказать, что решение о переформировании было принято не зря. Претензий или нареканий сегодня нет к организации работы. Процент тех, кто проголосовал, тоже примерно это прогнозируемый процент с учетом воскресенья, с учетом свадеб. И на сегодня, вот на данный момент никаких там особых беспокойств у нас не вызывает выборы. В том числе я хотел бы обратить внимание, что власти города и района отнеслись к уборке территории, везде чисто, порядок, хорошо. И народ ходит, народ голосует, выбирает себе депутатов для того, чтобы в дальнейшем все претензии предъявлять не ко мне, как главе республики, а к своим депутатам, кого они выберут и с кем им работать, с кем им жить в этом городе. Председатель Народного собрания Зелимхан Евоев подчеркнул, что кандидаты, баллотирующиеся в депутаты Горсовета, в большинстве своем имеют большой опыт работы с населением, что позволит новому совету быстро адаптироваться и в ближайшее время начать активную работу на благо города. Где им нужна будет помощь, законодательный орган субъекта Российской Федерации готов оказать помощь. И, пользуясь случаем, тоже обратился, сказал бы, что это очень действительно, как глава подчеркнул сейчас, важное событие не только для данного населенного пункта, но и для республики в целом. После того, как закроются все избирательные участки, работу продолжит избирком республики. Вся работа, она выстроена, имеется большой опыт организации таких выборов, и мы не сомневаемся, что мы успешно завершим эту работу. Формирование администрации у нас пойдет после того, как мы назначим председателя горсовета. Кто там будет проходить, это пока еще неизвестная информация. Но по-любому есть заданный вектор главой республики, конкретно занимаемся этим. Идир Манкива, Рамзан Зурабов, Новости 24.